Всем привет, мои подписчики! Вот и наступило лето, и это мой новый стрим о жизни нашего двора. Ребята, помашите в камеру. Может, будем тренироваться? Потом буду на камеру. И пока мы готовимся к соревнованиям, я продолжаю свой двухнедельный марафон своих любимых треков. А это значит, вы можете петь вместе со мной. 1, 2, 3. Дурак, мой телефон, у меня же стрим! Арслан, смотри, куда мяч подаешь. Ты же видишь, что она снимает? Что ты мне здесь указываешь, а? Она что, играть пришла? У нас вообще-то соревнования, мы тренируемся. Если не можешь нормально играть и адекватно с нами общаться, зачем вообще тогда было приходить? Я так-то играю, и в отличие от вас я хочу выиграть. А она здесь своим телефоном машет, жертва ТикТока. И вообще петь не умеет, ни голоса, ни слуха нет у нее. Смотрите, я глупая Ясмина. Я люблю, когда меня снимают на iPhone. Потому что я ничего не умею, кроме как светить мордашкой. И петь я тоже не умею. Но всем на меня пофиг. Зато в отличие от тебя меня все любят, я всем нравлюсь. Ты кому ты нужна? Ребят, вы чего? Успокойтесь. Нормально же играли. Ты вообще свали отсюда, хлюпик. Тоже у меня защитник нашелся. Как мы с тобой командой бэшником проиграем? Прекрати орать, истеричка. Что ты сказала? Ты угомонись, Арслан. Ир, что ты хочешь, я тебя втащу? Что думаешь, Алихан Саетович тебя поставил как капитана? То все можно, да? Ты играй с первого научись. Тоже нашелся мне здесь. Если ты сейчас не прекратишь, я сам тебе втащу. Ой, да кто тебя боится? Тащить он собрался. Это меня вообще истеричкой называют. А ты меня держишь, да? Еще командный нашелся. А пошли вы. Может, это ты не умеешь быть человеком? Толпой на фильмик себя не варил. Че, как вообще? Да, пойдет, сейчас обратно вызвали и придется уехать. Понятно. Не, ну посмотри, а, что этот пацан творит. Да, ладно, оставь. Мы тоже такие же были. Поссорятся, помирятся. Да, но я как бы тоже в школе, когда учился, был не без греха, но не до такой же степени. Сейчас опять подерутся, надо его забрать, а то... Али! Подожди, не зови что-то. Так конфликт не решить. Тут другой подход нужен быть. Ну, тогда, может, поможешь? Научишь уму-разуму, а? А то он с ними водится, черт его знает, чему они Али научат. Наберется всяких повадок. Не волнуйся, не переживай. Ты иди, я поговорю. Все, Рахмет. Давай. Не плачь, Асмина. Знаешь же, все мальчишки дураки. Он испортил мой стрим. Что теперь подумают мои подписчики? Что истеричка ненормальная? Смотри, что писали перед завершением эфира. Наконец хоть кто-то сказал правду по поводу ее голоса. Пацан красавчик, жестко опустил тебя. Иди учись, а не фигней занимайся. Да уж. А он думает, раз он большой и сильный, то он может бить всех? Я просто хотела снять клевые видео, как мы все дружно общаемся и в школе, и дома. А он все испортил. Может, он устал, что ты постоянно снимаешь и его, и всех нас. Ну, не всем это нравится, понимаешь? И что? Можно подумать, у вас есть что-то такое, чем можно похвастаться. Я же для вас стараюсь. Всем нравится смотреть мои стримы. 27 подписчиков и в среднем около 100 просмотров. Даже видео с уличными котами. А ты вообще замолчи, ботаник. Только умеешь свои формулы в тетрадочке записывать. Азат, который вечно из себя какой-то лидер. Ты, Малика, которая вечно показывает свои тупые рисунки, которые вообще никому не нравятся. Али, маленький сынок, который даже на камеру просто говорить не может. И Арслан, тупой качок, только и умеет драться. Все вы меня бесите. Малика, ты не бери в голову. У тебя очень красивые рисунки. Ты так говоришь, чтобы меня успокоить. Да нет же, мне правда нравится. А мне что с того? Я стараюсь рисую, чтобы они всем нравились, а не тебе одному. Ты тоже пойми Ясмину. Она просто злится из-за Арслана. Вот наговорила гадости, не подумав. Так ведь, Адлет? Объективная Ясмина права. Тебе, Малика, еще учиться и учиться. Техника слабая, и сюжет твоих рисунков тоже.
Я тогда вообще рисовать не буду, раз вы считаете, что я плохая. Да постой, ответ не то хотел сказать. Отстань от меня, маменькин сынок. Зачем ты так? Мог просто поддержать ее. Зачем? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так она тебя рисовать даже не хочет. Ну, значит, это не ее. Останется такой же серой мышкой, как и ты. Ты тоже думаешь, что я маленький сынок? А ты не замечал? Ты правда тихоня, ничем не выделяешься от всех. Учишься посредственно, играешь тоже. А на гитаре играть умею. Вообще. Уверен, ты так же играешь, как Малика рисует. Я нормально играю. А Малику я просто хотел поддержать. По-дружески. С темы на тему перескакиваешь. Ты уже определись, что тебя обидело? То, что ты серая масса, или то, что ты маменькин сынок? Да я не знаю. Просто хочу, чтобы мы не ссорились. Нужно четко понимать, кто перед тобой и что ему говорить. Тем более с твоей комплекцией. Маленький, щуплый. Тебя любой может обидеть. Ладно, ты прав. Спасибо. Не за что. Обращайся. Зря только пришел. Лучше пойду что-нибудь интересное почитаю, чем буду смотреть то, что вы тут грызетесь. Али! Али! Подойди сюда. Валик насал. Как ваши дела? Да, хорошо. Ты как? Знаете, не очень. Что не поделили? Вот скажите, я недавно сюда переехал. Да и вон, ребят тоже знаю недавно. Угу. Они всегда так ссорятся. Все ссорятся, даже я иногда. Вы тоже с кем-то ссоритесь? Ну да, бывает. Но потом я всегда иду мириться. Понимаю. Знаете, я готов мириться. Но я не уверен, что Ясмина захочет мириться со всеми нами. Мы ведь испортили и стрим, и все такое. Или что, Арслан с Азатом захотят мириться. Они все время ссорятся, даже иногда дерутся. Ты знаешь, я знаю, как вам помочь. У меня есть одно решение, которое все исправит. Что, правда? Да. Посиди минуточку, я сейчас принесу. Хорошо. Ты знаешь, у меня в жизни была такая ситуация, и мне помогла эта шкатулка. Она непростая, волшебная. Загадаешь одно желание, и все исправится. Волшебное? Реально? Именно так. Но вам нужно это сделать всем вместе. Вы ведь все вместе поссорились. Вот всем вместе придется и желание загадывать. Спасибо вам большое, конечно. Но ведь они меня не послушают. Я самый младший из них. А ты начни. Загадай желание первым и увидишь, как все изменится. Но смотри, желание нужно формулировать четко, а то оно может сработать не так, как ты ждешь. Рахмет вам большой. Я обязательно попробую. Салбонс. Давай, беги. Четко. Малика. Малика. На, держи. Мои рисунки? Да, сейчас, подожди. Короче, я знаю, как все исправить и сделать так, чтобы твои рисунки нравились всем. Чего? А не надо уже. И больше не буду рисовать. Да постой же ты. А вдруг магия сработает? Помнишь нашего соседа с третьего подъезда? Так вот, он мне дал ту шкатулку и сказал, что она может исполнить любое наше желание. Прав. Тогда я бы очень хотела сделать так, чтобы мои работы увидели все. Постой, постой. Давай сразу шкатулку. Твоя очередь. Я хочу, чтобы я стал заметным, а не серой массой. Может, мы сделали что-то не так? Или она начнет работать позже? Не знаю. А, точно. Сосед говорил, что если мы все поссорились, то мы и все должны загадать желание. Эй, Азат, иди к нам. Смотри, что у нас есть.
Что это? Это шкатулка исполнения желаний. Мне дал ее наш сосед с третьего подъезда. Он сказал, что она может исполнить любое наше желание. И чтобы мы все помирились и участвовали на соревнованиях. То есть мне нужно загадать, чтобы мы все помирились? Ну или чтобы Арслан воспринимал тебя как лидера. Вы же из-за этого часто ссоритесь. Возможно, ты прав. А, Хочу, чтобы меня все слушались. Кто там? Ясмин, это мы. Что вы хотели? Испортить очередной раз эфир? Да нет же, наоборот, исправить все, потому что это супер известный. Ладно, проходите. Что там у вас? ну, тебе надо просто загадать желание вот эту шкатулку. И тогда мы должны все помириться и снова стать одной командой. Ну-ка, дай-ка. Я вчера смотрела один стрим, там одна девушка рассказывала про магию старинных вещей, что если что-то скажешь в шкатулку, она исполняет твои все мечты. Так, что надо делать? Да просто загадай, чего ты хочешь, вот эту шкатулку. Шепотом? Я хочу стать известной. Офигеть! Мне прибавилось целых 2 подписчика! Работает! Серьезно? И мы все, кажется, помирились? Надо скорее найти Арслана и Адлета. Ясмин, ты с нами? Что? Нет! Мне нужно сделать новый пост и запилить пару видео. Да я лучше вас всех играю. Ни на кого полагаться нельзя. Это Ясмина вечно в своем телефоне. Азат вечно меня пытается поправить. Я же сам знаю, с какой мне силой подавать мяч. И все же это командная игра. И что? Пусть они могут даже просто стоять, я буду один играть. И всех выиграю. Какой бы ты бы ни был сильный, один против 6 ты не выстоишь. А значит проиграешь. Чего вам надо? Мы тут желания загадываем, и шкатулка их исполняет. Это нужно для того, чтобы мы помирились. Ты серьезно? Ты веришь в то, что какая-то шкатулка исполнит желание? Да мы сами видели. Серьезно. Ясмин загадала желание, и к ней сразу начали добавляться новые подписчики и лайки. А я загадал, чтобы я был заметным. И видите, я собрал почти всю нашу команду. И все меня уже увидели. Ладно, давайте свою шкатулку. Чтобы выиграть, на все пойду. И ты туда же. Научно доказано то, что магии не существует. Это обман. Да ладно тебе, Адлет. Мы все уже загадали. А тебя тоже не убудет, если и ты загадаешь. Я хочу быть сильным. Ну что, Адлет, теперь твоя очередь. Нет, не буду я этого делать, я не верю в это. И что? А если она работает? Да, сосед говорил, что мы должны все загадать желание. И сделать это правильно. А правильно будет тогда, если ты тоже будешь с нами. Адлет, если не загадаешь, я тебя силой заставлю. Ну уже, Адик, ты ведь умный, поддержи командный дух. Давай. Загадай желание. Давай. Ладно, запарили. Загадаю. Но я сделаю это для того, чтобы доказать вам то, что все это не работает. Хочу все знать. Ну, Кринж, вообще, это жаба его ловит? Вообще непонятно. А тут вообще непонятно. Да у меня кошка левой пяткой лучше рисует. А вот это пойдет на мемы, как и последний стрим Ясмины. Это что, мои рисунки? Ну откуда они здесь? А вот ты художница нашлась. А можно автограф? Зачем? Кто это сделал? Меня ж теперь все засмеют. Сейчас заплачу.
Папа Ясмина. Я неудачница, которая ничего не может. Теперь понятно, почему папа никогда не реагировал, когда я ему свои работы показывала. Малышка, не переживай так. У тебя очень красивые рисунки. Просто это же ребята из параллели. Они просто, чтобы нас поссорить. Стань ты от меня! Это все ты со своей шкатулкой виноват. Не надо было ничего загадывать. Уйди. Просто хотел как лучше. Она же сама хотела, чтобы ее рисунки видели все. Это ты во всем виноват. Если бы ты не начал тогда кривляться на камеру, этого всего бы ничего не было. Это ты виновата. Нет, чтобы тренироваться со своим телефоном бегаешь, ходишь. Да мне плевать на эти соревнования, из-за тебя надо мной все в интернете смеются. Это опять ты до нее докопался? Как ты меня достал уже? Эй, ты хочешь? Да вы оба достали уже! Какие же вы глупые! Только и можете решать вопросы силами. Прекратите уже! Прекрати орать на меня, а то тоже сейчас получишь. Как вы меня все бесите. Знакомые чувства. Подожди. Да уж, с такими отношениями и дисциплиной вы не то что соревнования выиграете. Я не удивлюсь, если вы как-то сумеете закончить школу. Заткнись, Аделет. Самый умный тут нашелся. Меня попрекаешь, а сам-то что? Только и умеешь что язвить всем. Думаешь, твоя рациональная правда всем нужна? Ты хоть и не дерешься ни с кем, но все равно с тобой никто не хочет общаться. Так-то. А ничего тот факт, что мне никто и не нужен. Хотя бы формулы факта мне мозги не выносят. О, как формулы и факты тебе не помогут в беде, в отличие от друзей. Так что если ты кому-то еще раз посмеешь что-то сказать, я тебя лично выловлю. Воу-воу-воу. Я понял, только не надо убежать. Только вот придет время экзаменов, можете ко мне не обращаться. Да вали ты уже, больно сдался. И без тебя математик хватает. Ага, да они к тебе даже близко не подойдут, потому что совершенно не уравнешься. Как ты достал уже. Что же я наделал? Вы сказали, что она волшебная, но все стало хуже. Все теперь говорят, что я отвратительно рисую. Знаете, это какое-то проклятие, а не магия. А что ты загадала? Я загадала, чтобы мои работы увидели все. Ну вот они их и увидели, только при этом ты не сказала, что они всем должны понравиться. Видишь ли, в чем штука? Желание — это ведь не формула. Их надо прожить, чтобы понять, чего ты на самом деле хочешь. Спасибо. Понимаете, мне пришлось удалить все свои соцсети. В интернете только обсуждают, как пацан клево пародирует глупую девчонку. А я просто на тот момент не распелась. Да, действительно, ситуация. И как ты все это хочешь исправить? Ну, я пыталась удалить то видео, где Арслан меня пародирует, но уже слишком много репостов, лайков и тысячи комментариев. Это вообще ваша шкатулка виновата. И Арслан, и Азат, и эти соревнования. Все они меня бесят. Да, все очень грустно. Но разве не это было твоим желанием? Не так ли? Видишь ли, любую ситуацию можно исправить. Плохое забывается быстро, а хорошее запоминается навсегда. Я хотел, чтобы меня все слушались. Меня слушаются, но боятся из-за того, что я подрался с Арсланом и накричал на всех. А я хотел, чтобы ко мне просто относились уважительно, как к лидеру. Я ведь капитан команды. Но со мной даже прекратили общаться мои же одноклассники и учителя косо смотрят. Да, понимаешь, Азат, качество лидера — это же не только про страх или подчинение. Тебя будут слушаться, если будут уважать. Да как мне заслужить уважение, если со мной даже толком никто общаться не хочет? Можно попытаться исправить ситуацию, извиниться и попробовать все сначала. А толку? Они не сделают то, что сделаю я. Азат вечный
строит из себя крутого. Думает то, что он самый главный. А Ясмина вечно со своей камерой просто мешает. А Адлет вообще не играет. А Али, Малика, они физически слабые. Я помню, бабушка мне рассказывала притчу. Я не помню всех деталей, но суть такова. Если взять одну тростинку, то она легко сломается. А если взять в охапку, то сломать уже не получится. Ой, да, сила в единстве. Нам тоже все так говорят. Не только в нем. Ваши усилия должны быть направлены в одну сторону. Если идти в одиночку, то легко ошибиться. А чтобы так не произошло, надо разговаривать друг с другом, договариваться. Понимаете, я пытался. Я думал, что Малика обрадуется, что я развесил ее рисунки по школе. А получилось совсем наоборот. Вы правы, надо было прежде спросить у нее разрешения. Главное, что ты признал свою ошибку. А это уже путь к исправлению ситуации. Знаете, а можно загадать еще одно желание в этой шкатулке, чтобы все исправить? Ведь дело-то не в магии шкатулки. Не надо ждать чуда от нее. Лучше сделать самому то, что можно исправить. Но если нельзя исправить то, что произошло, то можно сделать так, чтобы это не происходило в будущем. Хорошо. Рахмет вам. Значит, я был прав. Нет никакой мистики. Просто совпадение и психология. Конечно. Магия — это прежде всего то, во что ты сам решил поверить. А также человечность и сопереживание ближним. Эмпатия. Просто я сильно увлекся наукой, что иногда говорю людям факты в лоб. Не понимают, что могу задеть их. Да. Слова имеют невероятную силу. И прежде чем что-то говорить, нужно хорошенько подумать. Спасибо. Слушай, Арслан, ты был прав. Я тогда перегнул палку в школе, сильно разозлился. Я снова думал, что ты обижаешь Ясмину, поэтому, не разобравшись в ситуации, накинулся на тебя. Так не поступают капитаны. Я понимаю, это не оправдание, но все же прости меня. Из-за этого, что ты ко мне цепляешься, мы проигрываем. Я просто старался защищать младших от... Да, я бываю вспыльчив, но если бы на тренировке все привали усилия, я бы не был таким. Почему? Ну, потому что я из бедной семьи, и я хочу стать спортсменом. Меня папа отвел в спортшколу, и мне сказали, нужно одно достижение. Я хочу выиграть это достижение именно с вами. Я хочу стать сильным спортсменом и проявлять нашу страну. Это очень круто. А почему ты раньше об этом не рассказывал? Не хотел шуток, то, что я из бедной семьи. Хотел добиться всего сам. А теперь понял, то, что без вас я никуда. Я поговорю с ребятами насчет тренировки снова вместе. И тогда мы обязательно выиграем. Хорошо, только не говори то, что я из бедной семьи. Заметано. То есть вы помирились? Типа того. Осталось подумать, как собрать команду вместе. Насчет Малики надо подумать. Насчет Ясмины я, кажется, догадываюсь. И как же? Так же, как вы и поссорились. У тебя же хорошая камера на телефоне. Малика, привет. Ты прости меня. Я правда не подумал, что так все может получиться. И я правда считаю, что твои рисунки очень красивые. Просто те ребята ничего не понимают. Вот и говорят гадости. Я всегда думала, что красиво рисую, но благодаря этому случаю я понимаю, что это не так. Я больше не буду рисовать вообще, никогда. Нет, не говори так. Если даже что-то не получается с первого раза, это не повод опускать руки. Меня раньше вообще никто не замечал. А потом я оказался во всей этой гуще событий. Который сам и спровоцировал. Да, мне до сих пор очень жаль. Но знаешь, мне кажется, я знаю, как все исправить. Что? Мы можем рисовать вместе. Моя мама художник. Она может нас обучить пару художественным приемам. И у тебя определенно есть талант. И будет неправильно, если ты забросишь кисти и краски. Ты так думаешь? Я уверен. Знаешь, а хочешь, мы вместе нарисуем рисунок к этому конкурсу? Да, давай.
Кто там? Это мы, я и Али. Ясмина, открой, пожалуйста. Это очень важно. Ходите. Еси, ты видела? Что видел? Зайди скорее в Инстаграм, быстро. Что? Нет. Я начитала столько хейта, что больше вообще снимать не буду. Да нет же, теперь все по-другому. Вот, смотри. Пацаны, признаю то, что я поступил не очень красиво. Невежливо было обижать Ясмину. Я просто разозлился, да, это не оправдание. Поэтому, Ясмина, прости, ты очень клевая девочка. И видео у тебя клевое. Так что прости меня. Офигеть! Уже больше 200 подписчиков и 1500 лайков, 123 комментария, все поддерживают меня и просят простить Арслана. Так что, простишь? Можно войти? О, и вы тут? Прости, я покрутился. Просто ты всегда со своей камерой лезешь. Да, все нормально. Просто я так зависала в соцсетях, то что забыла о реальной жизни. Я просто хотела, чтобы вы заметили, как вы ведете себя. Вы, ребят, тоже простите меня. Я иногда что-то могу сказать по факту, но не задумываюсь о том, что могу обидеть кого-то. Обещаю впредь следить за языком. Тогда скажи это на камеру моим старым и новым подписчикам. Привет! Ну что, сработала шкатулочка? Она ведь ничего не делала, да? У меня же нет волшебства, да? Нет. Все сделали вы сами, а остальное только повар. Так вы нас просто направили? Я дал вам то, чего порой не хватает даже взрослым. Веру, что можно все изменить. И вы справились. Получается, мы сами творим волшебство? Да, мы кузнецы своего счастья. Все наши поступки имеют свой вес, свои последствия. Но вы должны помнить, что почти каждый конфликт можно разрешить мирно, если быть честным, как к окружающим, так и к себе. Да, и принимать свои ошибки. И адекватно реагировать на критику. Какие вы умные, молодцы. Вы справились. Я горжусь вами. До свидания. Все.